Типичная для Южной Якутии погода осенняя. Ночью прошел снежок, на утро задул ветер. И мы отправляемся на маршрут. Всем привет, друзья! Это «Испытано на себе». И сегодня попробуем испытать, на себе показать и немножко поговорить о таком виде современного доступного фитнеса, как скандинавская ходьба. Первое административное здание. И все-таки я ее нашел. Первая школа. Прежде всего, для такой ходьбы нужны палки. О том, какой высоты палки, как регулировать их, это я все скажу по ходу маршрута. Ну а чтобы все равно не был выпуск настолько скучным, чтобы мы не говорили весь выпуск только о скандинавской северной ходьбе, потому что там, в принципе, все доступно, информации много по ней. Я лишь хочу на себе испытать. А смысл выпуска моего в том, чтобы, смысл в маршруте, друзья. Понятно, что у нас в районе Южной Якутии, да и вообще в нашей республике очень много красивых мест. Особенно для пешего туризма, куда можно прогуляться, пройтись. Но сегодня я хочу немножко отойти от, скажем, такого природно-красочного маршрута и наполнить его скорее, знаете, таким историческим, наверное, значением. Так вот, помимо того, что сегодня хочу поговорить о скандинавской ходьбе, даже не сколько поговорить, сколько на себе испытать это чудо новоявленного доступного фитнеса. Сколько, чтобы не было так скучно, окунуться в историю и, в принципе, на месте показать и рассказать, где когда-то бурлела, кипела жизнь, стройка века, так как, в принципе, из первых уст. Потому что все это я видел, будучи еще ребенком. Отправляемся мы в старый город, где когда-то в 1972 году начинался поселок Нерюнгра. Это левый берег реки Чульман. Сейчас многие жители города Нерюнгра, да и сейчас даже молодежь, знают его как старый город, где находится у нас промзона, где находится ремонтно-механический завод, ну и, конечно же, разрез Нерюнгринский, собственно говоря, Якут-Уголь. Не знаю, сколько ориентировочное время маршрута будет, часа два, наверное, с остановками, с рассказами, но по расстоянию где-то должны мы преодолеть около 10 километров. Ну что, скандинавская ходьба. Отправляемся мы от проспекта Геологов, идем вниз к реке Чульман. Пока что спускаемся, идти легко, но когда вначале спускаешься, тем более когда маршрут не кольцевой, а реверсионный, туда-обратно, то есть ты понимаешь, что в конце пути, когда ты уже будешь уставший, тебе предстоит изнурительный подъем, на котором сейчас так легко спускаться. Ну что, отправляемся, друзья. Это испытано на себе. Погнали! Так что же такое северная ходьба? Вид физической активности, в которой используется определенная техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Появление ходьбы с палками можно отсчитывать с древних времен, когда пастухи и паломники использовали палки или посох как подспорье в условиях сложного рельефа. В лечебно-оздоровительных учреждениях палки также давно используются в лечебной физкультуре. Более же близкая к современному воплощению версия связана с профессиональными лыжниками. Идея такого необычного вида оздоровительной физкультуры пришла в голову финским спортсменам, которые после интенсивной тренировки летом при помощи ходьбы с палками, на тот момент лыжными, зимой на соревнованиях получали более высокие результаты. Сегодня же техника скандинавской ходьбы пользуется популярностью во многих странах.
Так, первый мост, река Беркакит. Так, уже вон загребы есть, уже вдоль берега уже лед. Дошли до остановки. Предприятие по АТП, пассажирские транспортные перевозки. Вот автобусный парк здесь находится. Но осталось еще немножко до реки Чульман. Вот пока что мы все еще на правом берегу. Как только пересечем по мосту реку, будет считаться, что мы уже на территории старого города. А почему же северная ходьба? Все дело в том, что как-то один мой знакомый, который, как мне показалось, разбирается в физиологии, в анатомии человека, сказал, что после 40 заниматься бегом уже немножко травмоопасно, прежде всего для суставов, для колен. Что до меня, так палки для ходьбы я начал применять в долгих походах. Изначально цель как дополнительная точка опоры в пешке по курумникам. Затем, при восхождении на кряж Зверева, я осознал, как палки разгружают спину от тяжести рюкзака при подъеме в гору. Окончательное же мнение о пользе палок при ходьбе на длинные расстояния я понял после похода на Самокитский цирк. Ну и, конечно, чтобы поддержать себя в форме в межсезонье, перед очередными восхождениями и походами, северная ходьба идеально подходит как вид тренировки. Конечно, есть определенная методика и особенности техники ходьбы, но я к этому пришел посредством практики. В длительных маршрутах, да еще с рюкзаком за плечами, особо не думаешь, на какое расстояние выносить палки, ну и так далее. Тело само подстраивается, доводя до автоматизма наиболее оптимальный вариант ходьбы. Скажу лишь, что высоту палок я настроил следующим образом. По школе еще помню, как на уроке физкультуры нас учили подбирать лыжные палки, высота которых должна быть по грудь, но то лыжи, и шаг там значительно шире. Для пеших же походов я установил высоту палок по пояс, чтобы изгиб рук был примерно 45 градусов. А дальше все просто. Работаем на противоход, то есть правая нога, значит левая рука вперед, и наоборот. Спустя минут 30 такой ходьбы, и вы почувствуете работу мышц плечевого пояса и сможете распределять по мере необходимости нагрузку. Ну что, пришло время поговорить о маршруте. Вот вам и очевидное преимущество подобных тренировок от фитнес-залов. Во время так называемых упражнений можно совершить небольшой экскурс в историю. В 1969 году на этом месте был построен сначала пешеходный подвесной мост. Капитальный же бетонный мост через реку Чульман был открыт в 1974 году. Где-то на рубеже веков во время мощнейшего паводка, чтобы избежать разрушений, этот мост удерживали на трассах большегрузные разрезовские белазы. Удержали. Ну все, друзья, мы на правом берегу. Старый город начинается отсюда. Так, ну вот она, остановка. Раньше называлась Дом культуры, а вон там дорожка идет уже к Дому культуры. Пойдемте посмотрим. Но я смотрю, здания уже не осталось. Ну, может, там сейчас какой-нибудь фундамент найдем или еще что-нибудь. Вот эта дорога идет. Раньше был так называемый охотный ряд, торговые центры там были. И школа. Так, ну вот это вот
дорожка. Вот здесь он должен по правой стороне быть ДК. Вон что осталось. Какое-то бетонное строение еще есть. Но тут не знаю, что это. Канализация. Так, идем. Дорога осталась у нас слева. Так. Надо же. Я же был в этом ДК. Даже помню, мы выступали в классе. Первый класс я пошел, учился. И мы учили стихотворение какому-то празднику. Ага, там уже, видимо, частная территория. Все повыкупали. Собаки. Ага. Ну вот, в принципе, осталось. Да, туда не пойдем. Вот так вот. Что осталось от Дома культуры? Ну вот здесь, на этом самом месте, стал первый в Нерингре Дом культуры. Сейчас, к сожалению, его уже нету. Там дальше начинается уже какая-то частная территория, собаки. Туда не пойдем в целях безопасности. Ну вот, здесь он был. И будучи в первом классе, да, я здесь как-то выступал. Классом мы выступали в этом номере. Было весело. На этом месте целый каскад магазинов. И здесь мне когда-то купили первый велосипед. Вот все, что осталось. Но где-то примерно, если мне не изменяет память, а я здесь был, на этом месте где-то стояла школа. Первая школа города Нерингри. И мой первый класс пошел здесь где-то. Здесь была площадка, линейка. Ну вот сейчас немножко затрудняюсь. Либо вон там, либо вот это остаток здания, либо вот здесь что-то тоже было уже разрушено. Но сейчас понятное дело, что здесь уже много повыкупали. Здесь очень много частых территорий. Какие-то цеха пооткрывали, промышленные, продуктовые. Ну, в общем, по-прежнему старый город используется как промзона. Но все это было здесь. 1 сентября, линейка и первый класс. И на тот момент, я так думаю, где-то порядка около тысячи человек училось в этой школе. И, может быть, среди зрителей есть те, пусть даже не выпускники, но кто учился в этой школе, в школе номер 1 в старом городе, в Нерингре. Так. И все-таки я ее нашел. Первая школа города Нерингри.
культурная столица начиналась с поселка Нерюнгра, образованного 24 февраля 1972 года. К 1974 году поселок имел вполне обжитой вид. На улице Юбилейной с асфальтовыми тротуарами, ажурными палисадниками, парковыми скамейками, ровными рядами стояли каменные двухэтажные дома с растущими под окнами рябиной и черемухой. Рядом располагались построенные здания восьмилетней школы, ставшей впоследствии первой средней городской школой, и детский сад «Снежинка», а также продуктовые и промтоварные магазины. Вдоль широкой Нерюнгринской улицы ровными рядами стояли одноэтажные, двухквартирные деревянные дома, окруженные палисадниками. На пересечении же улиц Юбилейной и Советской находилось административное здание, где располагались поселковый совет, почта, сберкасса и другие службы. Ну а это, друзья, на тот год первое административное здание. Здесь, в принципе, была сначала администрация. Через дорогу от административного здания параллельно Нерюнгринской улице шло продолжение улицы Юбилейной, состоявшее из двухквартирных бараков, оставленных геологами. Рядом находились здания столовой, пекарни, киоска «Союзпечать», сапожной мастерской и смешанного магазина, в котором можно было купить одновременно как вкуснейший хлеб местного производства, так и шикарный бухарский ковер. За бараками, там, где раньше находились дома и огороды геологов, стал больничный комплекс со зданиями поликлиники, аптеки и стационара. Для осуществления строительства Южно-Якутского угольного комплекса в октябре 1974 года был создан комбинат «Якутуглестрой». 15 июня 1975 года на противоположном берегу от поселка силами этого комбината началось строительство нового города. А 6 ноября этого же года рабочий поселок Нерюнгра был преобразован в город республиканского значения, название которого для удобства стали произносить как Нерюнгри. Ну да, где-то здесь сидел я за партой, свой первый класс. Первую неделю, как я отучился, скажу вам честно, мне сразу не понравилось. Вторую неделю я просто прогулял. А прогуливать было очень просто, потому что мы жили на горе. Это в районе, где сейчас находится обогатительная фабрика, чуть выше. Стоял поселок энергетиков, не поселок энергетиков, а жилой комплекс энергетиков, МК ЛПП, Миколонна там стояла. И нас, школьников, с утра собирал автобус лэповский, и на автобусе нас привозили сюда. А после уроков автобус забирал. И вот я на автобусе доезжал сюда, доходил до школы, из-за угла смотрел, как автобус разворачивался, уезжал. И я отправлялся в свои первые трекинговые прогулки. Пока здесь шли уроки, я гулял и осматривал все достопримечательности стройки века. Тогда здесь жизнь кипела,
было много интересного, тем более для подростка, для пацана 7-летнего. Было все очень интересно. В том же году состоялось одно из знаковых событий, свидетелем которого я стал. Первый эшелон угля. На следующий год мехколонну и, соответственно, нас перебросили в поселок Серебряный Бор, где полным ходом началось строительство Нюрнбергской ГРЭС. Но это уже другая история. Непривычное такое спокойствие на том месте, где когда-то был центр. Центр, не просто центр, центр Южно-Якутского промышленного комплекса. Отсюда начинался Якутуголь, ну и, конечно же, город Нерюнгри. Центральная улица. Так, где-то здесь, по моим расчетам, должен быть военкомат. Раньше был военкомат здесь. Отсюда многие в те времена, да и я в том числе, призывались в ряды. Кстати, уникальный случай был. Я призывался и давал присягу вооруженные силы, да, советской армии, советскую армию, а возвращался, демобилизовался уже из российской. Вот такие вот зигзаги истории. Так, ну, по-моему, вот здесь вот был раньше военкомат. Сейчас здесь какое-то предприятие. Туда ходить не будем, там собаки. Здесь покажем отсюда вот так вот примерно. КамАЗ-центр это. Угу. Да. Вот он. Раньше был военкомат. Ну вот если школа еще более-менее сохранилась, пусть и в таком разрушенном состоянии, то вот магазины, это вот торговая улица. Здесь такая торговля, здесь магазины были справа и слева. Прям такая основная торговая улица. Здесь, в принципе, ничего уже не осталось. А здесь что-то же покупал я. Старый город. Вообще интересно. Просто хотелось такую немножко новый формат, да, внести в наши выпуски. То есть не просто о северной ходьбе, что я там в течение 5 минут могу рассказать, то есть и на себе показать, и на себе испытать, и до сих пор испытываю. Но вот именно такой, чтобы параллельно был еще экскурс в историю, тем более я здесь живу с 78-го года, и в принципе очень много что могу рассказать, где был, что видел. Но в 79-м я переехал в Серебряный Бор. И по Серебряному Бору очень много у меня информации, где я был и что делал. И если такой формат выпуска вам зайдет, могу еще по Сербору походить и показать. Река Беркакит, в честь которой был назван поселок железнодорожников, который вверх по течению находится. Ну что, идем. Впереди у нас, как я говорил в самом начале, подъем. Тогда это был спуск, а теперь это будет подъем. Но как и в любом подъеме, всегда есть два пути. Напрямик — это в лоб, штурм с более крутым градусом, да. Но есть также всегда, ну, в основном, во всяком случае, на тех вершинах, которые я штурмовал и какие-то высоты брал, всегда есть план Б. Это обходной путь, подъем, но с наименьшим градусом подъема, но с гораздо большим расстоянием. И у нас есть выбор: добавить еще 1 километр плюс к маршруту, но пойти не так круто,
либо идем в лоб. Но я так думаю, мы пойдем в лоб, потому что все-таки я налегке. Однодневный маршрут, без квадрокоптера, одна камера и бутылка воды. Все, так что идем в лоб, идем прямо. Вон туда. Завершаем маршрут. Прошли мы около 8 километров, туда и обратно, если считать. Потрачено 3 часа. Ну, и вот такая история была поведана. Надеюсь, вам было не скучно. Такая была северная ходьба в Южной Якутии вперемешку с историей. Впереди ждем снега. В этом сезоне обязательно попробую показать и рассказать, и на себе испытать, в чем отличие беговых лыж от походных и охотничьих. Попробуем на тех и на других пройти дистанцию, маршрут, плюс и по пухлому снегу. Ну, в общем, планы пока такие. Плюс, конечно же, впереди еще будет зимняя рыбалка, постучим на налима. То есть, ну, пока что в планах. Фу-фу. Но загадывать будем. Это был Сергей Козюра, программа «Испыт на себе». Всего доброго и обязательно хотя бы раз в неделю ходите, гуляйте, дышите свежим воздухом. Пока-пока. Типичная для Южной Якутии погода осенняя. Ну все, друзья, мы на правом берегу. Старый город начинается отсюда. Первое административное здание. Первая школа. Ну да, где-то здесь сидел я за партой